Чому Україна, чому не Грузія? Вы ж... Потому что я два срока своего президентства в Грузии закончил, потому что я почти, больше 13 лет своих прожил в Украине. Я очень много энергии вложил в Украину. Я был одним из организаторов первого Майдана. Я вообще дал им идею Майдана, если честно, один из немногих, который сказал, що... Я якраз пам'ятаю вас під час першого Майдану в студії П'ятого каналу, з вами пише інтерв'ю, або, я не пам'ятаю, чи це наживо було, чи запис. Андрій Шевченко нині посол в Канаді, між іншим, від України. І особливо якусь роль я вашу, чесно кажучи, під час Майдану 2004-го я не пригадую, не пам'ятаю. Это не 2004 начался, это началось в 2003-м. Когда я приехал, будучи лидером революции РОС, я еще не был президентом. И у нас была серия больших встреч с группой, с лидерами нашей Украины. Все были. В том числе, все теперешние відомі лідери, тогдашні, ще вже забиті. Я пригадую, що Кмара, правильно називалася організація? Вона... Не Кмара, нет. Ні, вони навчали якраз... Кмара, нет, это отдельная группа. Группа была не то, что мои друзья, они сейчас в моей партии, но они маленькие были. Но я был Ні, вони навчали акціям протесту, тому що для України тоді був приклад, власне, революція Троянд, яка відбулася в Грузії. Вони приїхали навчати активістів, якщо я не помиляюся, з Кори. Когда это было, мы со всеми сели. Я Ющенко знал несколько лет до того, Юлю. И мы сели, и все говорили, как там ваши... там мы говорили, как готовиться к выборам, какие ваши выборные технологии и так далее. Я говорю, ребята, какие выборы? У вас выборы украдут, здесь у вас должна быть революция. Первая у них реакция была, у Ющенко, помню то, что я много раз потом слышал, Украина это не Грузия, Миша, не зарывайся, тут не поймешь, что... Единственный, кстати, кто меня послушал, внимательно был Порошенко. Он говорит, скажи, как надо готовиться к революции. И потом мы сели с Порошенко, он не даст соврать. И что вы сказали? Сели, говорит, для этого нужно, во-первых, вот какие организации молодежные, для этого нужно заранее готовить идеологическую базу, что это выборы могут быть украдены. Давайте готовьте людей, чтобы они не оказались перед фактом. Для этого нужны вам надо работать с рок-группами, молодежными группами, вам надо работать, вам нужны палатки. Порошенко під час другого Майдану, 13-14 року, це використав? Те, что вы на первом точно четко испортил. Второй Майдан, он чуть-чуть странно себя вел. На второй Майдан я тоже приехал сразу же. Я приехал, на втором Майдане моя функция была не организаторская, а другое дело. Я привозил первые иностранные делегации. Я привез первую большую европейскую делегацию, специально собирал ее, по Европе ездил до этого 10 дней. Они не хотели ехать, потому что никто не хотел обижать Януковича на том этапе еще. Под конец мы собрали где-то человек 15 европейских депутатов. Мне это для себя тоже нужно было, потому что я был не въездной в Украину. Мы прилетели в Борисполь из Варшавы, и они меня окружили со всех сторон. Там делегацию руководил Элмар Брок, глава комитета по зовнішнім зв'язкам Европарламента, и они меня просто завели гуртом. Практически, по-моему, даже печатный паспорт никто не поставил. Мы были с ними. Потом я позвонил Маккейну. А Маккейн, мой друг Джон Маккейн, улетал тогда в Бразилию, в делегацию Конгресса. Я говорю, Джон, какая к черту Бразилия? Все происходит сейчас в Украине. Приезжай в Украину. Практически почти с трапа мы его сняли, но на другой день он должен был улетать. Вместе с другим сенатором он прилетел, он снял эту историческую фотографию с сожженными мобильниками, с Домом профсоюзом, и она разошлась по всему миру, и потом он мне сказал, говорит, спасибо, это была лучшая поездка в моей жизни. Я говорю, так я ревную, лучше, чем в Грузии, говорит, 100% лучше, чем в Грузию, это вообще что-то другое.